Ассаламу алейкум, приветствую вас, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. Мы сейчас находимся в сельском поселении Сурхахи, в клубе Сурхо, известном в Ингушетии своими достижениями в боксе. Мы посетим секцию бокса, где узнаем о тренировках, поговорим с тренером и увидим, как готовятся наши будущие чемпионы. Поехали! Узор. Раз, два, пробили, оттянулись. Раз, два, три, сбоку. Двойка. Оттянулись. Раз, два, три. Сбоку пробиваем. Ауклейк собой. Оттянуться без кугуш-сами. Назад, шаг назад. Ваха Аушев рассказал нам, на что стоит обратить внимание, выбирая секцию бокса, и со скольки лет лучше отдавать ребенка в спорт. Что тебе больше всего нравится в работе тренера? В работе тренера мне нравится делиться своим опытом, своими знаниями. Я сам занимался боксом в этом зале в Бартенхое Вахе. Сейчас воспитываю молодых ребят. И меня как тренера радует наблюдать за результатами своих учеников. Как ты думаешь, на твой взгляд, что самое сложное в этом виде спорта? Бокс на самом деле это очень сложный вид спорта. Но хотелось бы отметить один момент. Многие ребята сдаются, начинают и оставляют спорт. Это идти к цели, которую ты себе поставил. Я думаю, что это самое главное и сложное в этом виде спорта – идти к цели. Со скольки лет ты бы посоветовал отдать ребенка в спорт? С 8 лет в городе бокс, поэтому язык халхак, язык гимнастик, это борьба, это цултеха уже в боксе. Бокс аж город башку делать. Есть у тебя в группе ученики, которые уже показали хороший результат? Да, есть ребята, и с 13-14 лет есть. Хотелось бы отметить Абдуллаха Аушева, который выиграл 2 раза в Республику Ингушетии, и Юлоева Хасана, который тоже выиграл республику и стал призером СКФО. Есть много перспективных ребят, которые в дальнейшем должны показать результат. И мы работаем над этим. Посмотрим, что с этого получится. Вах, вот на твой взгляд, к чему должен быть готов будущий боксер? Как я уже сказал, это идти к цели и не сдаваться. Дальше по воле Всевышнего все получится. Султан Муцоргов тренируется в клубе Сурхо уже 1 год и рассказал нам о своих результатах и на каких соревнованиях он успел побывать за этот период. Давно ты занимаешься боксом? Да, 1 год. 1 год? Да. За этот 1 год на скольких соревнованиях тебе удалось побывать? Ставрополь, Ишутуки, там Назрани, там побывал. Ну, уже успел побывать на соревнованиях. Да. И какие у тебя результаты? 2 первые, 1 второй. Вот когда первый раз ты выходил на бой, испытывал ты страх? Страха не было, но волнение чуть-чуть присутствовало. А так я справился с этим. Абдуллах Аушев занимается боксом уже 3-й год. Несмотря на свой юный возраст, он успел о себе хорошо заявить. Он является двукратным победителем Республики Ингушетия 2024-2025 годов, также призер СКФО 2024 года. Абдулла, чем тебя заинтересовал именно этот вид спорта? Бокс – это очень хороший, искусственный, красивый вид спорта. Техничный очень, кроме некоторых спортов. Он стоит на 1-м месте в мире. Много и хороших
спортсменов, зрелищных спортсменов хороших, которые известны на весь мир. Что тебя мотивирует не останавливаться и дальше тренироваться? Меня мотивируют мои родители, мой тренер, который всегда за меня, который всегда в соревнованиях поддерживает меня, мотивирует. Мне хочется просто взять и остановить этот спорт. Какие у тебя цели в этом виде спорта? Отобраться на Россию или на Европу в следующем году. Самая главная цель моей жизни – это стать олимпийским чемпионом, стать вторым олимпийским чемпионом Ингушетии по боксу. А так, на данный момент я хочу взять Россию или Европу. У тебя есть кумиры? Если есть, то назови имена. Например, у нас в Ингушетии есть один такой боксер Али Измайлов. Мне нравится его техника, его защита, его нырки, как он защищается от ударов и как он отвечает на свои, как отвечает своему сопернику. Нравится его скромность после боя, без личного движения и уважения к сопернику. Часто ли бывают травмы? Да, на тренировках, на соревнованиях, в бою. Если неправильно ударить, например, в затылок, в локоть ударить, например, можно сломать палец. Или если ударить головой, можно сломать нос. Это и также на тренировках. Если не делать нормально разминку, можно и связки травмировать. Было у тебя такое, что во время спаррингов с другом тренер смотрел именно на вас и приходилось рубиться, чтобы он оценил? Да, было такое. Али Баркинхоев – юный боксер, который только начал заниматься боксом. Но, как сказал Али, этот вид спорта ему нравится, и очень скоро он о себе хорошо заявит. Айл, фарьянва. Школица надеюсь вара. Мало классе вара. 4. Вообще в классе спортсмены бия. Би? Ехте отца. Нет, очень. Плеваться. Тренер Диквиш. Вы. Наказывает лучше тренер Харса Левушхан. Дать. Докторы. Вообще так. وزال أحسن سجايات أبي متشون دقيقة زالوا دقيقات دقيقة примерно плюс-минус قجر ما داس دي قجر ما داس هاي تأوجد سأبي واتسمي شيء حسن خاركتر يدرسون داس نانس حشونو حوس هي حي جلاني وش حوو يعني ليش كان سجوتوس ديفش جانكس شي ويتنا سبورتي وخجيت ويف ولا بربا وخجوس شي بربا وخجو حبوكسي حشونو توني أزور ها حبوكسي زاتشن بربا Братья Амир и Адам Албогачиевы продолжают посвящать себя этому виду спорта уже второй год. И благодаря их тренеру у них все хорошо получается. И в дальнейшем их ждет большой успех. Замыштишин. Амир. Адам. Вообще боксом заниматься до духуешь? Да. 2 года с половиной. Ам. Тоже 2 года с половиной. А цена арден членди? Да. В школе дешь дашь? Да. Мало классила. 3 класс. Мало классила. 3 класс. 3 Б класс. А мало классила. Г. БГ. А было. А цена класс дашь? Вообще цель жизни именно бокс того. Да. Получить победу. Какую победу? Кубок России. Кубок России. Что за целите? Махал бы зуба. Хочу стать крутым боксером. Так. Вообще сырмаш ты ходишь? Да. Мача хочу сырма. Ставрополь. Хамчану. Тоже стар. Фудорожцы дач. Дрались. Фудорожцы гола. Мотик жахарёстик. Да. Какие места выиграли? 1 место. Ты первое место выиграл. А ты, Ами? Тоже. Тоже первое место. Это ваши первые соревнования были? Да. Первые соревнования? Да. Когда на бой выходили, боялись? Нет. Вообще не боялся? Честно скажешь, в Халище. Не боялась. Не боялась. Вообще не боялся. Ты боялся? Немного. Насколько?
Не знаю. Ну, чуть-чуть боялся, да? Да. Вот как так получилось, что ты боялся и все равно первое место выиграл? Не знаю, но мой соперник, наверное, был слабый. Вы сами пришли именно в бокс или родители заставили? А сами? Нас Сами? папа записал. Папа записал. Тоже сам, папа, да. А вот как так получилось? Просто вас записал и вам понравилось, или вам понравилось, вы сказали, и он вас записал? Нам понравился, и нас папа записал. Вы сами сказали, значит, да? Не помню, походу, да. А в зале у вас какая атмосфера? Дружная атмосфера? Вы дружите? Дружно. Да, дружим. А в школе, именно в вашем классе, есть у вас авторитет там, которого вы боитесь? Нету. Нету. А вообще сам класс дружный у вас? Да. Насколько дружный? На- Деретесь вообще? Да. Ну, значит, не дружно? Деретесь и дружно, да? А вы вместе дрались когда-нибудь? Да. Постоянно деремся. И кто выигрывает? Я ему не скажу. Никто. Никто не выигрывает. Как Одинаково так получается? Одинаково? Ничья бывает. Да. Он говорит, что он тебя выигрывает. Он сказал, не все. Нет, я... Тренера любите его? Да. Насколько сильно? На все 100. На все 100 любите. Он вас наказывает вообще? Нет. Вообще не наказывает? Да, когда мы приходили, он наказывал. Теперь нет. Ну, сейчас уже он добрый, да, хороший. А тебя наказывал вообще? Нет. На сегодня наше приключение в мире бокса подошло к концу. Вы смотрели программу «Спортивное ингушетия» на канале Магаз. С вами был я, Сулейман Катиев. Дик Чамадедал, это Баховщин. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, приветствую вас всех, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Спортивное ингушетия» на канале Магаз. С вами я, Сулейман Катиев. Давно в нашей программе мы не говорили про гимнастику, поэтому мы сегодня приехали в спортивную школу гимнастики «Горец». И сегодня постараемся вам показать и рассказать, что из себя она представляет. Наши юные гимнасты тренируются в школе гимнастики «Горец» под руководством Адама Барахоева. Адам является квалифицированным тренером в своей школе гимнастики. Тренирует детей уже более 7 лет. Несмотря на свои юные возраста, его ученики и ученицы показывают хорошие результаты в зале, так и за его пределами. Они уже успели достойно о себе заявить на различных турнирах и соревнованиях. Адам, вот как считают большинство спортсменов, тренеров, они все в один голос говорят, что лучше всего ребенка среднего возраста отдать в гимнастику. Почему? Ну, гимнастика – это та самая база и основа основ. И неважно, останется ли ребенок или выберет другой вид спорта. Те навыки, которые он получает именно в спортивной гимнастике, абсолютно универсальны. То есть он становится более собранным, активным и самостоятельным. Адам, а какие условия нужны для занятия гимнастики? Ну, первоначально это сам гимнастический зал, дальше различные виды снарядов, комфортная поверхность, на которой можно сделать различные элементы, упражнения и регулярность тренировок. И самое главное – это квалифицированные тренера. И это те условия, в которых занимаются мои ученики. Адам, а какие самые основные этапы подготовки для начинающих гимнастов? Ну, начальный этап – это воспитание моральных и волевых качеств ребенка, а тренировочный этап – это совершенствование спортивного мастерства. Каким образом ты подготавливаешь своих гимнастов к выполнению опасных элементов или сложных прыжков? Ну, первоначально гимнасту нужно освоить техническую осанку, чтобы удержать тело в равновесии на каждом из снарядов. Также наряду с этим мы уделяем внимание психологической подготовке ребенка. Какие меры безопасности ты применяешь во время тренировочного процесса, дабы избежать травм? Провести разминку, она помогает разогреть мышцы и подготовить организм к дальнейшим нагрузкам. И первоначально для младших групп более легкие упражнения, а для старших уже посложнее.
и обязательно выполнять любые элементы со страховкой. Какие советы ты можешь дать для начинающих гимнастов, которые хотят достичь высоких результатов? Ну, это уже регулярные тренировки, обязательное проведение разминки, растяжки, не тренироваться в одиночку, слушаться тренера и правильный сон. Адам, и хотел бы тебя попросить, могут ты нам что-то продемонстрировать, ты и твои ученики? Сейчас? Да, сейчас сразу, если можем. Все, без проблем. Адам, вот что нужно сделать, чтобы вот так вот летать, как ты? На самом деле ничего сложного нету там. Просто это годы тренировок, оттачивания элементов. Просто нужно, вот сальто нужно повторять. Я почему говорю, вот смотря на тебя, вот как ты делаешь сальто, вот, честно сказать, захотелось попробовать. Ну попробуй, смело. Могу попробовать? Вопросов нет, ты же сам спортсмен, занимался. Давай тогда попробуем. Давай. Первоначальной подготовки чудровой. Язык я сохранял, халха уже задний сальто, передний сальто, язык я мусу бадра. И? Оля. Подстраховать нужно? Перед всех уже гусу бадра. Сейчас сначала сам. Давай. Если что-то будет не так. Самое главное, осторожнее, брат. Ты че уза я, Вот так сделай туда. Уза, Да. Не, задний сальто ми холсом. По-братски, осторожнее. Шорт-хала. Больше всего практиковал заднее сальто. Все, давай, смело. Учился у злоты. Разлугла. Давай. Ай, майшалла, хорошо. Никогда в жизни четко я не. Это просто дорожка хорошая. За счет того, что это как батут, да? Да, это акробатическая дорожка. А давай ахту ухти. А передние сможешь повторить? Ухтам ахту гесун зиба. Хуги? Могу попробовать. Давай с этого, разбегись оттуда. О, убежал. Джабраил Цицкиев тренируется под руководством Адама Барухоева уже 6-й год. За это время успел побывать на серьезных турнирах и соревнованиях, где становился как победителем, так и призером, показывая свои навыки, наработанные в стенах школы «Горец». Я занимаюсь гимнастикой с 11 лет, получается, сегодня пошел 6-й год и занимаюсь по сей день. Ты выбрал этот спорт, чтобы выступать на профессиональном уровне или чисто как хобби? Изначально я выбрал этот спорт как хобби, но в дальнейшем это превратилось в нечто больше, чем хобби. И со временем я начал профессионально выступать на соревнованиях. За 6 лет у меня не было ни одной травмы, не считая растяжения и некоторые переломы. При грамотном подходе их можно избежать. На сегодняшний день у меня первый, второй, третий юношеский разряд, а также первый взрослый. Также я участвовал в местных региональных соревнованиях. Мухаммад Калоев, несмотря на свой юный возраст, успевает посещать гимнастику, дзюдо и школу. Забирает первые места практически на всех соревнованиях, где он принимает участие. Как говорит Мухаммад, в этом заслуга его тренера, потому что тренер полностью отдает себя их тренировочному процессу. Москва Хаоса, Никита Нагорный, олимпийский чемпион, турнир стик первый аурса. В Дагестане Хаос, стик первый аурса. Нальчике Хаос, стик третий аурса. Шина первый вен, цена третий вен пока что. Тренер Диквия. Тренер Дику. Хайбизм был жена гимнастики или папа с мамой хочу. Я себе большая. Фарьян мамад. Это чудо. Это чудо, Анди. Вообще духия заниматься именно гимнастикой. Хорошо, да. Хорошо, да. Гимнастики ахляться на ихаве. Дзюдо ехал. Дзюдо ихал. Мелша ихал. Ханзу ухожусь. Гимнастики рачанцы. Хаоси наус. Шинауа. А где еще? Учава, а где еще? В моей школе была. Первая школа. Первая школе. В моей классе. Четвертый. Четвертый. В школе уха. Шина. Тренировка уха. Болгуязана. Дзюдо уха. Гимнастики уха. Ну, зачем не кер цап по-любому духа хоза махетим хети. Дзюдо хетим хоза гимнастики хетим. Гимнастика. Гимнастика. Шина хозгат.
Ай, дзюдо тренер Хаджибаца, интервью. Халма, здесь, смело. Гимнастика лагает. А вообще, в общем, дух нахми и хавью соревнуешь. Мел первый, мел второй, мел третий. За 24 год, 17 первый, год второй и третий. О, что ты? Он да, резко. Давай, брат. Было обратно. Давай, голова твою. Все. На этом все, друзья. Я думаю, удалось вам показать и рассказать, что из себя представляет школа гимнастики «Горец». С вами был Сулейман Катиев. Вы смотрели программу «Спортивные мишени» на канале Магаз. Давайте болтушь. Ассаламу алейкум.